солнышко, ура! Заниматься нам пора. Учимся старательно, слушаем внимательно, думаем, запоминаем, дружно отвечаем. Здравствуйте, мои хорошие ребята! На прошлом уроке мы с вами посетили лесных жителей. С какими насекомыми мы познакомились? Это стрекозы, жуки, осы, бабочки и комары. А кто такие насекомые, помните? Это животные, у которых 6 ног. Отлично, здорово, вы большие молодцы! Ребята, сегодня на уроке мы продолжим говорить об изменениях в окружающей нас природе. А как будет звучать тема нашего урока? Вы узнаете позже, а возможно и догадаетесь сами. Слушаем и отвечаем. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточки с весною в сени к нам летит. Какие месяцы вы знаете весенние? Март, апрель, май. Знакомо? А как вы думаете, какая тема сегодняшнего урока? Сегодня, ребята, мы будем с вами говорить о весне, об изменениях, которые происходят в природе. Но для начала отгадайте мои загадки. Дует теплый южный ветер, солнышко все ярче светит, снег худеет, мякнет, тает, грач горластый прилетает. Что за месяц, кто узнал? Ну, конечно, это март. Посмотрите, ребята, внимательно и скажите, вся ли земля покрыта снегом? Что появилось на ней? Конечно же, проталины. А где раньше появились проталины? Там, где мало снега, там, где солнце сильнее пригревает. А что происходит с деревьями к концу марта? Набухают почки. Какие праздники мы отмечаем в марте? Ну, кто скажет? Смелей! Отлично, молодцы! Март – первый месяц весны. Начало весны, весны света. А что мы знаем, ребята, о весне? А мы знаем, что солнце светит ярче, увеличивается световой день, все короче становится ночь, длиннее день. От солнечного тепла снег тает, темнеет, становится рыхлым, появляются проталинки. По утрам и вечерам еще холодно. Погода в марте переменчивая. То холодно, и небо закрыто тучами, то ярко светит солнце. Слышна капель. По календарю весна начинается с 1 марта, а вот по народным приметам весна приходит с первыми проталинами и появлением подснежников. Началом весны считают 21 марта. Это день весеннего равноденствия, когда день становится равным ночи. 21 марта, в день весеннего равноденствия, в Кыргызстане отмечается народный праздник Ноурус. Раньше месяц март кыргызы называли Ноурус. Ноурус эльдик майрам күнү. Если в этот день рождались мальчики, их называли по традиции Норозбаями или Норозбеками, а девочек просто Ноурус или Ноурузгуль. Если в этот день выпал снег, то это считалось добрым знаком. Даже девичью красу в кыргызских легендах сравнивают с белым снегом Ноуруза, поскольку в марте обычно идет мягкий пушистый снег особенной белизны.
В день праздника в каждой семье накрывали дастаркон, белую скатерть с различными яствами. Для угощения соседей готовили традиционную похлебку, именуемую в народе сюмелек, из пшеничного солода с добавлением муки, масла и сахара. Накануне праздника люди приводили в порядок жилье, расплачивались с долгами, мирились со всеми, с кем были в ссоре. Ибо, как утверждали старики, когда Наурус входит в их дом, все болезни и неудачи должны обходить их стороной. Ребята, а вы знаете, как называется дом, в котором живут киргизы? Это, ребята, юрта. Юрта – уникальный переносной дом кочевых народов. В нем тепло зимой и прохладно летом. В юрте все и все имеют свое место и предназначение. Яростно река ревет и разламывает лед. В домик свой скворец вернулся, а в лесу медведь проснулся. В небе жаворонка трель. Кто же к нам пришел? Догадались? Это второй месяц весны. Конечно же, апрель. А кто из вас знает, как называется явление, изображенное на картинке? Ну, отвечай скорей. Конечно же, молодцы, это ледоход. А кто объяснит, что это за явление? На реках происходит быстрый подъем воды. Река переполняется водой, выходит из берегов, и начинается грозное явление природы. Какие изменения в природе происходят в апреле? Вы замечали, ребята? Появляются первые цветы. А какие цветы вы знаете? Подснежник, мать и мачеха, медуница. А какие праздники мы отмечаем в апреле? Молодцы! Здорово вы отвечаете! Но с приходом весны набухают почки, прилетают грачи, скворцы, жаворонки, появляются первоцветы и трава, улетают на север снегири, синицы и свиристели. Из берлоги вылезают медведи, выводят своих медвежат. Люди строят птицам скворечники. Ну что, мои хорошие, пришло время отдохнуть. Вы готовы? Спал цветок и вдруг проснулся. Больше спать не захотел. Шевельнулся, потянулся, взвился вверх и полетел. Солнце утром лишь проснется, бабочка жужжит и вьется. Зеленеет вдаль полей, запевает соловей. В белый цвет оделся сад, пчелы первые летят. Гром грохочет, угадай, что за месяц это? Май. Молодцы, ребята! Вот мы и отдохнули и отгадали загадку. Это третий месяц весны. А что происходит у нас в мае? Распускаются листочки на деревьях и кустах. Цветут деревья, яблони, черемуха, сирень. Птицы высиживают свои яйца в гнездах, выводят птенцов. Люди работают в поле, на огороде, копают землю, высаживают семена овощей. В поле сеют пшеницу и рожь. Ну а сейчас, ребята, мы с вами выполним творческую работу. Какие первые признаки весны вы запомнили? Конечно же, распускаются первые цветы. Для этого возьмем голубой лист бумаги
пластилин белого цвета, коричневого цвета, красного цвета и можно взять даже черный. Для начала из пластилина коричневого цвета нам нужно сделать тоненькие длинные колбаски, похожие на веточки. Берем синий лист бумаги. Я взяла картон, чтобы было поплотней. А теперь соединяем колбасочку, это наша веточка, и лист бумаги. Веточка может получиться какая угодно. Теперь, мои хорошие, мы сделаем первые весенние цветы. Нужно взять белого цвета пластилин и сделать вот такие маленькие шарики. Это будут листочки у нашего цветочка. Соединяем по 4 шарика и немножко нужно сплющить. Серединка у цветочка будет красного цвета. Вот такой яркий получился цветок. А еще, ребята, вы можете добавить сюда первые листочки зеленого цвета. Вот такая картина у меня получилась. А у вас? Что нового вы узнали сегодня на уроке? Как вы думаете, все ли мы узнали о весне? Спасибо всем за урок. До новых встреч!